Сегодня у нас 28-е. Вот поэтому в эти дни 28-е, 9-е, 30-е и, наконец, 31-е. Это время буду выходить на связь. Вот. По той простой причине надо держать в курсе событий. Вот. Меня слышно, ребята, нет? Пишите, пожалуйста, коли слышно. Не видать и не слыхать. Слышно. Что ж, сегодня хотел обзорчик сделать новеньких ножей. Но по всей вероятности это будет происходить завтра. Вот, по той простой причине хочу довести до, как говорится, продажного состояния. Вот. Под ключ. Увидим, что да как. И завтра маленький тестик провожу. Буду рекламировать, действительно ли это так. И посмотрите, какие ножи нынче. Вот, а так штук 6 готовы. Участников сколько, спросите? Нету 50. Вчера вечером был 43. Я считаю только не по номерам и считаю, сколько уведомлений. В итоге, сколько уведомлений. Может, один, скажем так, участник приобрел единожды, может 4 раза, может дважды. Это уже считается. Так что, как видите, ребята, народу не так уж густо, но не пусто. Вот. Такие ножи вот, и по такой почти за бесплатно стоимость таких ножей. Ого, но его можно выиграть. Так, прозвучал вопрос, печка пришла ли? Печка пришла, но не у меня. Дрова пока в городе Якутске. Приедет ко мне домой во вторник. Вторник. Вот. И вот и ждем его. Ну как ждем? Как-то на одной печке делается медленно, и она у меня не очень новая. А та, которая старая, первая, она, качество сборки было отличное. И время нагрева был короткий. Сейчас идет, ну, попросил тот, который занимается этим делом. Я только у него приобретаю. Зовут Илья. Из Новосибирска. Самое ближнее, где можно найти. Вот. Кому интересно, можете попросить адресочек, скину. В личку напишите. Буду рад помочь. Вот. Привет, привет. Итак. Нету 50. Ножи завтра все закончатся. Будет обзорчик подробненький. Подтягиваем своих. У кого есть вопросы, задаем. И, кстати, тот раз я разыграл в
прямом эфире ножи. В конце эфира 30-го. А нет, какого там было, ребята? Подзабыл. 27-го, по-моему. 27 декабря, перед Новым годом, да. Там разыграл пару ножей. Вот. И в этот раз тоже хочу разыграть, но не пару. Так что подкопите, ребята. Те, которые не участвуют. Те, которые хотят приобрести прямо сейчас, прямо тут, в прямом эфире. Имеется в виду 31-го. Вот. И 2 ножа будут письменами руна. Одна для охоты, благословлением, другая для рыбалки. Их стоимость будет 15, сразу скажу, чтоб подкопили. Ну, сталька не алокс, а так. В принципе, ребята, для тех, кто, да и всем даже, универсальная сталь не алокс. Ну, поэтому активно в розыгрышах большинство процентов из неолокса. Как участвовать? Ну что, Раис, подписался на этот канал? Молодец. На этот номер прикреплена карта Сбербанка. Вы спросите, какой? Внизу есть ролики. Там только один номер. Вот. Самое главное, при отправке пишите свой мобильный номер сообщению получателю. Вот этот ваш мобильный номер является вашим номером билета. Сколько билетов приобретаете, столько и билетов в банке будет. Банка, не банк какой-нибудь, а концерная. Распечатаю и там выкладываю. Вот и все. Привет, Крым. И билеты по 500. По 500. Бывают везунчики, которые приобрели только один билет. Выигрывает, но бывает, не исключение. Но в основном выигрывает ребята, у кого есть 3-2 стабильно. Они всегда выигрывают. По моим, скажем так, статистике. Прямо так. Вот. А те, которые приобретают больше 10, они выигрывают. Вот. Стоимость ножа оправдывает своих, как говорится, потерь. Но в следующий раз они приобретают немножко мало билетов. Ну вот, в этот раз они выигрывают. Так что стабильно 3-2. Стабильно всегда. Ну, если не верите, ребята, посмотрите денег, сколько билетов приобрели, скажут. Попросту. Зачем тянуть резину? Так. Заказы делаются. На днях после розыгрышей сразу обзор 3 хвостов. Вот, один из них левша. Вот, длина клинка, по-моему, 14. Вот, и уже в начале февраля большой обзор. Подкопилось немножко. Ну, сделаем. Вот. Ну, ребята, я думал и решил. С 1 февраля, в течение февраля на сталь Неолокс 2
стоимость ножа будет составлять 9900. Сначала было 13, потом золотой декабрь 10 рублей. А сейчас уже 9900, ребят. Вот еще что я могу вступить. Только в течение февраля. Февраль закончится, чирик вернется. Обычно я держу свое слово. Так что, девчонки, так что, ребята, не упустите шанс. Скоро 23 февраля. Почему именно в Неолоксе? Но сталь у меня есть, еще едет. В феврале будет еще новая сталь. Вернее, дополнительно. И боюсь, что где-то 20 февраля РВЛки приедут. Где-то 20. Не середина, а 20. Вот. Вот. Будем играть неолоксами. Неолоксами. Цена, радость. Без чирика. 9900 объявил. Вот. Кто первым закажет, тому первая ножи отправка уже начнется сразу же. Что-то я не разглядел. Где у нас комментарий? Февраль. Февраль. Как-то надо, как говорится, народу чуть-чуть поближе приблизиться. Насчет руды. Из руды у меня есть сталь. Руда. Вот. Не руда, а уже почти готовая сталь. Есть заказы. Но как всегда, руки заняты чужими делами, как говорится. Да, желание есть. Делаем. Понимаете, ребята? Для тех, да, для любого бизнеса, если сам не контролируешь, если сам создал этот бизнес и сам из тебя плохой завхоз, скажем так, грубо, то, ребята, бизнес идет вот так. Начал разгон брать, а у тебя оказывается что-то падение продаж, изготовлений, время идет. А потом начал разгоняться, взял курс, летишь по волне, по времени, стабильно. Вот это хороший, даже очень отличный завхоз. Сам хозяин бизнеса. К сожалению, впереди сидящий вам человек дальнозоркий, да, дальновидный, планирует заранее. Но бывает в бизнесе форс-мажорные обстоятельства. Это, ребята, не от финансов зависит. Это, ребята, не от тебя зависит. Не от времени зависит. Это форс-мажор. Уходит электричество. Все, встал. Если во время этого свет уходит, во время термички, все, уже сталь, придется заново все сделать. То есть идешь нормально, уже идет падение, остаешься от графика. Еле. Начал разгоняться. О, стабильную волну на глиссере, как говорят. Находишься, и тут, пожалуйста, сдохла печка. Есть. А вот такие обстоятельства надо предусмотреть заранее.
То есть человек должен еще не только контролировать, но должен снабжать всем необходимым для продолжения своего дела. Всем необходимым. Понимаете? А все необходимое приходит не сразу. Мои-то изделия, некоторые материалы растут в лесу. Кап береза, например. Пошел бы в магазин, там где дерево стабилизированное продается, были бы тут, посадил бы и отправил бы. А увы, такого нету и не будет. Так что трудно очень, нелегко управлять, и нелегко все заранее контролировать, следить за этим. Но не унываем, прорвемся. Прорвемся. Вот так. Еще какие вопросы так? Большая конкуренция. Я бы не сказал насчет большой конкуренции. Наверное, испытывают мои коллеги конкуренцию. Наверное. Неоднозначно конкуренцию испытывают. Я такого конкурентов не вижу среди своих коллег, земляков. У каждого своя дорога, у каждого свой стиль неповторимый. Лучше других делают другие, лучше, круче, красивее делают. Но мы мастера Якутии, кузнецы, которые делаем в данный момент ножи. Вот. Мы делаем настоящие шедевры. Эксклюзив. Каждый ножик, каждые ножны. Все эксклюзивно. Единожды в раз в жизни рождается. Единожды в раз. И все. Больше такого, именно такого никогда не бывает. И не будет. Попросту. По той простой причине человек делает руками. Тут завода такого нету. Нету заводов. Где там лазером, там, где там станки делают. Нету. Все тут руками. Вот поэтому эксклюзивно. И не только поэтому. Вот поэтому каждый якутский мастер вкладывает свою душу в свое изделие. Вот поэтому они рождаются с духом. Духом. Вот поэтому индивидуальность. Забывать не надо, ребят. Только у якутского ножа есть дух. У архангельского. Ну почему бы и нет. И у вас тоже есть. Делайте что-нибудь своими руками. Это только ваше. Да. А кто бы спорил? Только вы умеете это делать. Ну, умеют-то многие, но из ваших рук это уже ваше. Правильно? Тут спорить тут нечего. Это вам не Лада Гранта или УАЗик Патриот. Эксклюзив, эксклюзив. Но я в последнее время радуюсь насчет конкуренции. Ребята молодцы, молодцы, те, которые копируют, те, которые пытаются псевдо что-нибудь делают. Молодцы, ребята, поддерживают. Да, это их хлеб, действительно. Но благодаря им идет реклама. Вот и все. Люди понимают, люди уже знают, что такое якутский ножик. Даже спорят не только и учат. Якутский ножик линзой. А вы делаете неправильную, оказывается. Как это понимаете, спрашивают. До того они уже научили, вернее, своих земляков.
Но, в частности, что касается ножа якутского, то она рождается только здесь, в Якутии. И то якутским мастером. Саха. Саха. Якутский кузнец переводится Саха Темир Угуная. Темир Уга. Ус – это кузнец. Ну вот. Спасибо. Ну, тут уже приходит второй вопрос. Сам решает, какой нож хочет держать у себя в руках, использовать. Только вы знаете, уважаемый клиент. Только вы решаете. Неважно ценовая политика, неважно сколько весит, неважно плавает, не плавает. Но только вы решаете. А ваше решение – это ваше решение. Правильно? Вот. И у каждого есть выбор. Ну, хочешь линзой за 15, за 1500, пожалуйста. Весь интернет забит. Парочку прикупил, третью подарили, молодцы. Маркетинг. Но народ-то понял, что действительно якутский нож от якутского мастера не дешевый. Не дешевый. Почему? Потому что настоящий. Вот так. Единые ножи. Поподробнее вопрос. Чуть-чуть расширьте вопрос. Отвечу. Без проблем. Тем более еще есть 15 минут. Что касается температуры. Повысился. Температура повысилась на градусов 5, 49, 47 сегодня. Вот, как-то потеплело. А то было 23 сутки бесперерывно, 57, ночью 63. 2 недели буквально 63 держалось. Днем и ночью. Одно и то же. 63. Ну, колеблется там 61, потом 63. Все стоит, как молоко. Все стоит, все в тумане. Плюешь, а там уже через 1,5 метра лед летит. Превращается в лед. Это не шутка, ребята. Удобство на улице не на 63. Самые быстрые туалеты у нас. Никто не задерживается. Секунды. Выживаем, выживаем. Вот поэтому, ребята, обзорчика на канале нет. Вот поэтому, ребята, пока тишина. Ну, а то однообразно как-то а-ля тополя, вот такой. Но хозяин ножа-то ждет, когда мой обзор, когда мой нож наконец-то покажете. И в эти дни я несколько ножей отправил без обзора. Без обзора. Надеюсь, хозяева ножей меня поймут. Вот. Да, чего там неинтересного или интересного. Да вот, взял-то и просто отправил. Как-то неудобно. Не порадовал людей, пока едет. Ну, едет тут ближайшие адресочки. Приедут быстро. Сами обзоры, надеюсь, сделают и отправят. Да, есть такое тема. Ну, ребята, порезал рога, резина, потом пошел
хрен с ним, алюминий, листочек бумажки, потом войлок, дерево, сучок. Это я делаю каждый день. С каждым ножом. Тестирую. Не только. И на гибкость тоже тестирую. Все должно отвечать в качестве своей цены. Тем более пожизненной гарантии. Можно немножко порадовать. Прикинь, может завтра что-нибудь покажу. Но смысл от этого какой? Ну, видим, как сало идет. Ну, видим, все делает нормально. А вот полиуретановая, ну, пенопласт такой твердый, он действительно коварный, оказывается. Мне в тестах очень понравился. Маленькие заусенчики, маленькие микрозубчики оставляют следы. То есть в этой части что-то не то, он сразу показывает. Те, которые делают ножи, ребята, я знаю, тут много их. Попробуйте на тесте вместо бумаги его. Если ножик толстый, все равно следы оставляет. Если режущая кромка больше 600 грита, скажем так, уже оставляет следы. Меньше 600 грит, тут уже песня начинается. Можно до 12 тысяч как бритва сделать. Ну, тут ребята гуляет. Но такой режущей кромкой можно бумажку порезать хорошо, но в некоторых материалах, особенно в сухожилиях, она-то плоская и грубая, да, твердая, и еще плюс у него там вязкость какая-то. Вот на нем уже он скользит, не режет, скользит. Уже минус. Понимаете? В любом плюсе имеется такая же половина минуса. Вот и все. Так что ну, самое идеальное, скажем так, 600. Для меня 600. Можно сделать 3000, 12 тысяч. Но 600 для рабочего ножа это то, самое то. Зубчики микрорежущей кромкой, зубчики уже готовые, твердые они. Вот, тудым-сюдым не гуляют, стабильно стоят. Вот. И это очень важно. И главная сторона очень хорошая, ровная, вернее. А если там тысячные, 12-тысячные сделать, уже там округление идет. Благодаря этому округлению она достигает блеска. Но уже зубчики еле видно. Тем самым она уже скользит. Так, клапаны бывают разные. Однозначно куется нормально, даже очень легко. Угол заточки. Вопрос очень интересный. Меньше 25. Меньше 25. Рекомендую. Да, из клапана хорошие ножи получаются в том плане. Первое, нержавеющее. Это точно. Второе, гибкость имеет. Третье, правится хорошо. Правится хорошо. Если клапан у тебя два ножа, один S390, другой клапан победит.
понравится человеку. Попросту. Во-первых, не считая цену. Это стоит, клапан стоит буквально, я не знаю, если сам делал бесплатно, а это придется покупать из Австрии у Дрильхольма Бёрлера. Приобрести мишку, еще закаленную, еще закалишь через интернет готовый там ножик, потом слесарить что-то часик другой, чтобы не обжигать. И потом получить лазерный такой луч. Да, идет, да, не бессмертный, да. Но он-то тупой, как этот, без души, без ничего. А этот-то клапан гуляет. И возникает вопрос, зачем стрелять из пушки по воробьям? Есть С-300, М-300, крутой, крутой. Стоит, да. Ого, клапан бесплатный, он стоит сотка. Ну, и это эксклюзивный, только ваш ножик. Тем более очень дорогой. Почему? Потому что сам сделал. Внимание, время уделил для этого творчества. Неважно на чем, на коленях, в углу в гараже или в котельной, без разницы. Но уже у нее есть дух. Почему? Потому что вкладываешь душу в свое дело, в свое изделие. Вот и все. А этот австрийский тупой стоит. Или гибкость практически ноль. И если его там, не дай бог, рикошет, пришить 13 тысяч, которые из Австрии порошковые, суперские, бессмертные. Но мы-то люди, привыкшие к простым вещам, понимаете? Самое лучшее — это самое простое. Это с детства ясно видно. Все, что простое, это самое лучшее. Все математику не уважаем. Алгебру ненавидим. Геометрия то же самое. Ну, 22 знаем и все. Самое простое. Любишь? Знаю, значит люблю. А вот триогеометрию, алгебру, ой-ой-ой, то же самое в сталях. Только что про С-90, 390 сказал. Так, ну, ребята, походу у вас там коронавирусом все нормально, налаживается. Отвечайте, пожалуйста. У нас холодно друг к другу ходить в гости. Вот. А машинка едет вроде, но колеса уже замерзли. Когда машинка стоит даже с зимней резиной, минус 60, даже 70, 5 минут постоял, овал уже. Любая резина, любая. Шипованная, не шипованная, без разницы. Почему спрашиваю про эту пандемию? Ну, позавчера человек звонит, не собираетесь ли на Клинок, не собираетесь ли на охоту рыбалку. Вот, на выставке вроде открывает, вроде все нормально, говорят. Вот и спрашиваю, где, ребята, алло, пишите, добрые. Из 65Г делал в далеком 2000
13 по... Давайте скажем даже 15. Пару лет, да. Делал, ага. В данный момент делаю ли я? Нет. No, no, no. Спад это хорошо. А то ребята зовут по всему миру. Приходите у нас выставки, приходите у нас алё тополё. А так не знаю, что и говорить. Что им отвечать, не знаю. Хотелось бы весне что-нибудь придумать, но меня терзают мутные сомнения, что я просто не успею. Тут дел много. Строительство намечается, дел много. Вот. Посмотрим. Почему всю жизнь? Осень 21-го года ждет. Там уже наверняка наладится. Спад будет. Если этот английский новый вирус не погуляет. Да, закончилось бы это все давно, ребята. Закончилось бы. Но мы сами себя не уважаем. Признавайтесь. Кто носит маску, носит вот так. Вот так. Тем более у многих народов нос большой, как у меня. Вот так носит. Правильно? Рот закрыт, я в маске. По идее ты должен вот так. И каждый человек бы ходил хотя бы так. Носил ее руки, мыл. И я не вам же, не мне вам объяснять, как это делается. Закончилось бы. Блин, один человек 40 дней болеет максимум. 2 недели в среднем. И все. Больше больных бы не было, ё-моё. Носил бы 40 дней маску и все. Оказывается, в твоей деревне больных нету, нету. Дыши свободно, свободно. Как из маленькой деревень до города дошли бы. А мы не. Нам-то пофигу. Мы не умираем. Мы навсегда тут пришли. Правильно? Мы все молодые. Тем более красивые и богатые. А этот вирус не спрашивает, кто ты. Опасная вещь, ребята. Остерегайтесь, носите маски, уважайте других и себя. В первую очередь себя уважайте. Каждый уважающий себя человек чисто, порядочно ходит. Больше ничего не надо. А тот, который не уважает себя, он и вас не уважает. Однозначно. Ему-то пофигу. Так, по какой. В GK есть. По какой причине делаю? Есть наиболее лучшие стали. Допустим, Неолокс. Второй аналог Х12. Превосходит ли К12? Да. Чем, спросите? Не ржавеет? Однозначно. Гибкость суперская. Режущая кромка крошится? Нет. Правится? Да. Х12? Нет. Первые месяца красавчик Х12. Орел. Когда затупится, если он закален как следует, как требует того, то уже обычной, как говорится,
подручными средствами точили уже трудновато. Скользит, га. Крепкий, крепкий. Все-таки золотое сечение, ребята, вот по нынешним годам, если судить средней закалки, хозяин ножа получает, да, суперское, да, огонь, огонь, но огонь-то угаснет. Но если не хочется затупить любую, повторюсь, любую сталь, не пользуйся им. Порежь колбасу и на серванте, пусть там будет. Но если хозяин ножа знает, как с ним обращаться, работает правил, работает по правилу, работает. О, мужик, и нож у него такой. Правильно? Золотое сечение. Не я это придумал. Да. Так что по мере возможности, по мере, ну, есть такое псевдо, скажем так, ну, от мира маркетинга. Если у тебя есть крузак, продай, купи Lexus, он круче. Чем крут? Ну, мягче, салон крутой, и все. Фигу. Те же колеса, те же жрущий движок. Вот. Чем круто? Ну, Lexus. Ну, пожалуйста. Доплачивай, да и купи. Но когда выяснится, от асфальта отъехал, самым крутым автомобилем будет Нива по бездорожью, обычная Нива. Будет. По той простой причине дешевый, во-первых. Легче почти 2 раза, даже 2,5. Легче, бензина дышит, не жрет. Вот. Комфорта фигу, но едет, даже плавает. Крузаком и Лексусом хер туда поедешь. Ну, выбирай. Это твоя жизненная позиция, это твой взгляд на мир. Но на Нива-то едет, УАЗик-то поедет, а крузак и Лексус. Осторожно, осторожно, там сучок, сучок, не дави. Бампер отломится, стоимость одного задней этого попарника стоимость 70 тысяч. Это надо. Но мы-то народ России тут, большинство русские, понимаем по-русски, понимаем. Немножко отвлекся. Что там? Про охоту Якутии. Ребята, Сергей, много их тут. YouTube полон. Сроки какие у вас по заказу? В среднем месяц. Плюс-минус. Да, у меня своя в красной зоне работает. Видел пару раз по видеозвонку. Космонавтом ходит, 4 часа в сутки спит. У них там война, кипиш. Семью видел, по-моему, в мае или что-то. Встречался с семьей. А май-то был, ребята, извините, сейчас Новый год прошел. Скоро будет май. Почти год гуляет он там. Ну, наладится, ребята. Потихоньку наладится.
потихоньку. Знаете, в чем сила народа? Народ должен думать о чем? О хорошем. Народ должен выйти на революцию, чтобы сорвать эту власть, чтобы делать что-то. Нет, это не выход, ребята. Народ должен благодарить, что у него есть в данный момент. Понимаете? То, что держите в руках, то, что видите, это все ваши мысли. Это результат ваших мыслений, ваших фантазий. Вы это захотели, ребят. Да, эту дырявую коммуналку, да, захотел. Да, такую машину захотел. А вы все скажете, нет, я не захотел, я ненавижу. Вот тем самым вы думаете, что ненавидите и притягиваете. Вот поэтому долги, вот поэтому кредитные ямы и так далее. Ой, чего уж там говорить, учить, лечить вас. Надо попросту жить по-своему. Радоваться каждой хорошей, положительной эмоции. Надо забывать плохое. Не надо держать груз себе. Надо дарить людям радость. Тогда радость с вами будет всегда. Вот. Ну и здоровье, само собой, будет. А когда всех ненавидишь и ругаешь, всех любишь дома, а из дома вышел и ругаешь всех, ну извини, дорогой, ваша коробка низкая, из-за этой низкой коробки даже вы не вышли. В этом коробке гуляете и умрете и в этой же коробке. Но мысли и желания-то не ограничены. И человеческие возможности тоже не ограничены. Да-да. Просто надо поблагодарить всем. Добра желать. Поблагодарить Всевышних. Неважно какой религии. Хотя религия это уже не вера. А просто вымысел умных людей, которые создали этот мир двуногий. Вот. Это люди обычные. Когда-то давно жили. Из политических целей придумали религии. Но придет время, ребята, об этом расскажу поподробненько. А то меня сегодня как-то занесло. Но придет время. Немножко полочкой почистим. Немножко, ну, хотя бы розыгрыш завершим. Вот и поговорим. Но это потом. Желаю вам, ребята, здоровья, внимания своим близким, внимания, любви. Это очень важно. Вот. И, ребята, 15 ножей в это воскресенье. Участвуйте. Всем добра, всем благ.